В начале заседания премьер-министр Геннадий Гагуля поблагодарил всех глав городов и районов за хорошо организованный праздник сельскохозяйственной ярмарки на площади имени Сергея Багапша в Сухуме в День международного признания независимости Абхазии. Глава правительства выразил уверенность, что и все предстоящие праздники будут организованы достойно. Все районы были представлены на хорошем должном уровне. И я думаю, что мы, как это правильно сказать, показали лицо. И все гости, которые были, все отметили хороший такой высокий уровень готовности принимать, встречать гостей. Члены правительства начали заседание с решения некоторых кадровых вопросов. Заместителями начальника государственного управления по землепользованию и кадастру назначены Геннадий Джопу и Зура Потерба. Заместителем начальника государственной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору назначен Роман Джопу. Правительство единогласно одобрило план мероприятий по развитию торгового, экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Республикой Абхазия и Республикой Крым на 2018-2021 годы. Утвержденный новый состав абхазской части совместной комиссии по данному вопросу. Также единогласно был принят ряд положений министерств и ведомств. Министр экономики Адгур Ардземба представил проект постановления о внесении изменений в перечень сырья и материалов, ввозимых производителем и предназначенных для промышленного производства товаров, аналоги которых не производятся в нашей стране и ввоз которых на таможенную территорию Абхазии не подлежит налогообложению. Так, членами правительства одобрено предложение освободить от налогообложения ввозимые ткани, предназначенные для продажи и производства. Также единогласно приняты изменения в некоторые акты Кабинета министров по вопросам, связанным с таможенными пошлинами на табак и его промышленные заменители. Эти поправки не касаются готовых табачных изделий. Производство табачных изделий, а именно сигарет, в Абхазии одно предприятие сейчас уже действует, есть перспективы по созданию еще нескольких предприятий, то есть это направление стало развиваться. В связи с тем, нами было инициировано внесение изменений в постановление 127 Кабинета министров об утверждении таможенного тарифа Республики Абхазия, это ввозные таможенные пошлины, то бишь аннулировать таможенные пошлины на ввоз табачного сырья. Эта мера касается исключительно табачного сырья, нет сигарет, естественно, и всего остального. Бюджет Республики Абхазия от этого ничего не потеряет, потому что табачное сырье до этого никто не привозил. Более того, это мера временная, потому что на данном этапе культура табаководства в Абхазии, она, к сожалению, отсутствует. Но, общаясь с предпринимателями, мы пришли к пониманию того, что они собираются инвестировать и в это направление. Как только у нас в Абхазии появится возможность обеспечить производство необходимым сырьем, мы эту меру будем предлагать изменить и ввести пошлину. Члены правительства заслушали и одобрили проект государственной целевой программы обеспечения жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия. Программа подразумевает финансово-организационное содействие в обеспечении жилищными правами отдельных категорий нуждающихся граждан. После принятия постановления проект государственной программы направлен на утверждение президенту республики. Настоящая программа призвана содействовать решению задачи по обеспечению жильем отдельных категорий граждан и оказанию им организационного правового содействия и финансовой помощи из средств республиканского бюджета. Претендентом на участие в данной программе может быть гражданин Республики Абхазия, обратившийся в установленном программой порядка с заявлением об оказании финансовой помощи. Что касается второго представленного проекта министра труда, занятости и социального обеспечения Руслана Ашба о государственной программе «Жилище-2021», реализация основного этапа которого была намечена на 2019, 2020 и 2021 годы по оказанию оперативной адресной помощи нуждающимся в жилье, то этот вопрос вызвал активное обсуждение. Члены правительства предложили доработать программу, чтобы уточнить, какие именно категории граждан могут попасть в эту программу. В итоге проект программы «Жилище-2021» единогласно было решено отправить на доработку. Рената Шакая, Сайду Гухава, Абхазское телевидение.